О том, что здесь недавно проходила трасса, дорожники узнают по верхушкам знаков. По ним и ориентируются, пытаясь расчистить проезд. Движутся медленно. Тяжелая техника буквально тонет в плотном снегу. Это вот после пурги прошли сутки. За сутки мы пробились. И то, я не скажу до плоскости грунтовой дороги, а как бы с большой снежной подушкой всего лишь 8 километров за сутки. Прошедшая накануне пурга была такой силой, что всего за 8 часов свела к нулю все предыдущие старания. Сквозь тундру в районе перевала Барс дорогу не могут сделать с самого начала зимы. Поздно замерзли реки, а небывалые снегопады постоянно чередуются с метелями. Нарушилась вся отлаженная годами схема завоза жизненно важных грузов. В критическом положении оказался село Саилых с запасом топлива на 10 суток. Если еще позаимствуем у поселка депутатского энергетика, еще дней на 10, 23-25. До этого, я надеюсь, верю, что дорогу сделаем. Количество топлива на котельных и электростанциях уменьшается в тот момент, когда его наоборот нужно накапливать для периода весенне-летней распутицы. На самом крупном энергетическом объекте района, депутатской ТЭЦ, готовится использовать неснижаемые запасы угля, 30-дневный стратегический резерв. Необходимо, чтобы каждые сутки к нам приходило не менее 15 машин. В среднем по 15, 20, 25 тонн угля привозит одна машина. Только для нужд депутатской ТЭЦ необходимо завести 16 тысяч тонн каменного угля. Для привлечения дополнительных сил в Устьянском районе Якутии объявили чрезвычайную ситуацию. К расчистке дороги привлекают тяжелую технику из соседних районов. Зимы были и хуже, и были все, но все-таки хоть какие-то пролазы, как-то техника успевала справляться. На данный момент, может, людям опыта не хватает, может, чего-то не хватает, может, какие-то условия, но все-таки в чуть другие времена было по-другому, конечно. Я здесь уже 30 лет. Снабжение Арктического Устьянского района производится летом из порта Осетрова на Лене через море Лаптевых по реке Яна. Топливо складируют на причале Усть-Куйга, а зимой автомобилями развозят по поселкам. Усть-Куйга-Депутатский – самая протяженная круглогодичная трасса в Заполярье и Якутии. Но последние 10 лет ей не уделяется должное внимание. О том, что дорога будет сложной, водителям становится ясно уже на первом километре. Здесь образовалась огромная наледь, а следующие 240 километров приходится преодолевать и вовсе с риском для жизни. На этой записи с видеорегистратора вездехода можно увидеть, что происходит по другую сторону заносов. Водители, спасая свои жизни, вынуждены на полпути бросать машины. Дальнобойщик Ильдус Вагапов 3 суток ожидал помощи в застрявшем посреди тундры грузовике. У нас был телефон, звонили через 2 часа сюда в администрацию нашу. Нам сказали, что вышли дорожники за нами. И вот мы ждали их 3 дня, и они так и не пришли. Тем временем местные жители начинают ощущать перебои в снабжении. В магазинах сокращается ассортимент первоочередных продуктов питания. А то, что завозят самолетами, выходит в разы дороже. Сахара нет, соли нет, макаронных изделий нет, консервы, огурцы и кетчуп. Мясо, окорочков нет. Расчистить проезд, чтобы провести первую колонну автомобилей, дорожники рассчитывают через 10 дней. Правда, с оговоркой, при благоприятных погодных условиях. Между тем, февраль и март в Заполярье известны как месяцы с самыми частыми и затяжными вьюгами. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Устьянский район. Якутия.